Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В Баку прошел международный Бакинско-Шушенский форум руководителей государственных структур, ответственных за вопросы диаспоры, который проводится при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и партнерстве организаций тюркских государств. В Государственном комитете сначала участники мероприятия с большим почтением отдали дань памяти основателя современного азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, на аллее почетного захоронения. От имени гостей был возложен венок к могиле общенационального лидера. Посетив также Шехидляр, Хиябанты и памятник турецким шехидам, участники форума почтили память отважных сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу и территориальную целостность Азербайджана. От имени гостей был возложен венок к мемориалу «Вечный огонь». Затем состоялось обсуждение плана и стратегии деятельности структур участниц по диаспоре на 2023 год. Приветствовав гостей, председатель Государственного комитета Азербайджанской республики по работе с диаспорой Фуат Мурадов отметил, что не случайно путь к созданию организации тюркских государств берет начало именно с Нахичеванского саммита 2009 года. Как сказал президент Ильхам Алиев, укрепление связей с тюркскими государствами, имеющими общие корни во всех сферах, является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. В этом контексте задача, стоящая перед структурами, ответственными за вопросы диаспоры, заключается в том, чтобы внести вклад в объединение тюрок мира в общей тюркской диаспоре, способной добиваться единой цели.
Председатель Главного управления по делам проживающих за рубежом тюрок и родственных общин Министерства культуры и туризма Турецкой Республики Абдуллах Эрен, заместитель генсекретаря Организации тюркских государств Ержан Мукаш, государственный секретарь Венгерской Республики по национальной политике Арпад Янош Потапи, председатель Национальной комиссии по госязыку и языковой политике при президенте Кыргызстана Каныбек Усмоналиев, глава комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Узбекистана Рустамбек Курбанов, советник по международным вопросам президента фонда Отан Дастар Республики Казахстан Калыбек Кабландин, начальник секретариата Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кемаль Кепрюлю высоко оценили работу форума, подчеркнули, что сотрудничество тюркских диаспор стало необходимостью. На мероприятии также состоялся обмен мнениями о важных проектах, направленных на интеграцию тюркских диаспор в мире, углубление культурно-гуманитарного сотрудничества между странами-участницами ОТГ, важность взаимодействия между диаспоральными структурами, возможности тюркских общин, проживающих за пределами Родины, получение образования на родном языке и другие актуальные темы. Форум продолжился церемонией подписания меморандумов о взаимопонимании между соответствующими структурами Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана. В городе Баку и Шуша планируется очень большое событие. Вот мы сейчас находимся, значит, в Баку с целью участвовать в форуме, который организует комитет по делам диаспоры Азербайджанской Республики. Раньше тоже были несколько попыток, даже круглые столы, всякие конференции. Но вот на уровне государств, где участвуют несколько государств турецких, значит, это Азербайджан, это Кыргызская республика, Казахстан, Узбекистан, это впервые. Вот поэтому ценность этого мероприятия в этом и заключается. А рассматриваем вопрос, он один, это взаимоотношения тюркских государств, тюркских этносов, азербайджанцев, кыргызов, казахов, туркмен, турок и так далее. Да? Вообще, это ведь целое явление. Вот когда сейчас активизируются интеграционные процессы тюркских государств, который дал мощный толчок, недавно прошедший в Самарканде лидеров организации турецких государств, там были приняты основополагающие документы. И по всем отраслям, значит, очень большой спектр, так сказать, взаимоотношений тюркских государств. И вот в контексте вот этих событий, то, что происходит в Баку, это имеет большое, огромное значение. Нам предстоит подписать меморандум. Это тоже впервые, где учитывается взаимоотношения тюркской нации, турецких этносов, взаимоотношения, опять-таки, по всем спектрам, значит, нашей жизни. Это и искусство, это и наука, это образование, это экономика во всех сферах. Это тоже неспроста, потому что сейчас идет глобальные геополитические изменения. То, что мы родные, то, что мы из одного корня, это способствует, значит, быстрому развитию вот этих интеграционных процессов. Поэтому мы очень счастливы, что являемся участником первого такого форума. Если сказать, какие планы у нас в Кыргызстане, то мы в мае, например, следующего года хотим организовать первый форум тюркоязычных стран по турецкому языку. Это тоже будет очень большое событие. Все международные организации во главе с Турксой, штаб-квартира, которая находится в Анкаре, это, значит, турецкая очень мощная организация, как Мариф, как Турк-Дил Хуруму, Турк-Тарх Хуруму. Мы в Азербайджане, в Баку, который возглавляет госпожа Гунай Ханум, это фонд, значит, туркоязычных стран, они при поддержке и при патронаже, значит, нашего государства, исполнительный комитет, организационный комитет уже приступил к работе. И вот этот меморандум, если возвратиться к меморандуму, то завтра будет поездка в город Шуша. По известной причине этот город сейчас выдвигается на первый план. В последнее время в городе Бурса было принято решение, что Шуша теперь в 2023 году является
является культурным центром тюркского мира. Ну, естественно, здесь за ним стоит и политика, и все традиционные, так сказать, все ресурсы, которые будут мобилизованы, чтобы поднять престиж и Карабаха, и Шуши, и в целом Азербайджанской республики. В этом и заключается основная, так сказать, такая, в хорошем смысле этого слова, интрига тюркского мира. Я получил очень приятное известие, что известный телеканал «Пирамида» развернул, так сказать, свою работу именно в контексте последних интеграционных событий тюркского мира, свою работу, обосновав, свой офис в Баку, которые будут распространять, свои вещания в нескольких странах. Это дает нам еще одну, так сказать, пример, что интеграционный процесс и в области средств массовой информации, масс-медиа тоже имеет свою динамику. Мне кажется, это очень большое событие, и я, пользуясь случаем, хочу поздравить коллектив «Пирамиды» с наступающим Новым годом и пожелать им, успехов в очень трудном деле, но благородном, которое объединяет народы только к миру. Это кабельное телевидение, которое, принцип, который сейчас известно всем, он охватывает 4-миллионный город Баку. Это здорово, это очень хорошая новость. Бакинско-Шушинский форум руководителей государственных структур, ответственных за вопросы диаспоры, продолжит работу 21 декабря в культурной столице Азербайджана и тюркского мира Шуше. В посольстве Кыргызстана в Азербайджане состоялась встреча с кыргызской делегацией, участвующей в Бакинско-Шушинском международном форуме. В начале встречи посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Усмуналиев сообщил, что отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном, особенно между тюркскими государствами, динамично развиваются, и что Азербайджан играет важную роль на платформе тюркского мира. Он подчеркнул, что участие делегации во главе с главой Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызской Республики Каныбеком Усмуналиевым в форуме лидеров диаспоры имеет большое значение для страны. Во второй день форума Каныбек Усмуналиев дал информацию о своих визитах в культурную столицу тюркского мира и Азербайджана Шушу. Он сказал, что такими высокими темпами ведутся восстановительные и строительные работы на освобожденных землях Азербайджана, особенно в Шуше, что еще раз показывает, что у Азербайджана есть большие возможности. На каждом шагу мы еще раз видели, как памятники культуры подвергались вандализму. Каныбек Усмуналиев сказал, что ранее бывал в Азербайджане и у него остались хорошие впечатления. Он приезжал в Азербайджан в школьные годы для участия в Олимпиаде. Затем он рассказал о своих научных работах. Азербайджанский писатель-переводчик Манасовет Адиль Джамиль, участвовавший во встрече, сообщил, что он перевел ряд кыргызских писателей и часть эпоса «Манас» на азербайджанский язык. Гости из Кыргызстана подарили послу Кайрату Усмуналиеву национальный колпак и книги. Во встрече также принял участие известный азербайджанский бизнесмен, глава торгового дома «Кыргызстан-Азербайджан» Зафар Мамедов.
Радиостанция «Улыбка». Действительно, мы затронем очень актуальную тему. Ровно через 3 года, то есть в 2026 году, исполнится столетие первого бакинского тюркологического курултая. Мы много не знаем о первом бакинском курултае. Полезно знать, кто из братских тюркских стран участвовал в этом съезде. Мы встретились с кыргызским доктором исторических наук, профессором Ожгу Байбулотом Абитовым на столетии факультета востоковедения Бакинского государственного университета в Баку и попросили его предоставить подробную информацию по этому актуальному вопросу. Вы сегодня принимали участие в столетнем юбилее Бакинском государственном университете факультета востоковедения. Ваше впечатление хотели? Во-первых, я впервые на таком прекрасном земле Азербайджана. Первое впечатление очень хорошие, они огромные, они что удивительные. Вы совершенно правы. Я приехал представлять нашу республику, Кыргызскую республику. Я представляю Ошский государственный университет, кафедра востоковедения и истории Кыргызстана. И по приглашению... Профессор-историк. Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии естествознания. В данном случае я представляю сразу 2 кафедры Ошского государственного университета. Это кафедра востоковедения, кафедра истории Кыргызстана. И по приглашению организаторов данной конференции, а эта конференция, смотрите, как она символически называется, тюркские государства Великого Шелкового пути, мост между Востоком и Западом. Кыргызча. Улуу жібек жолындағы түрк мамлекеттері чығыш менен батыштың көпіресі. И поэтому это символично. Bizim programımızın da adı Dostluk Köprüsü. Доступ көпіресі, диалогтар көпіресі, мамилелер көпіресі оны. И вот бүгін башталған іс-шарабыз ертемененки салтанаттуу утренний вот эта официальная часть, вот сегодняшнее вот продолжение пленарного заседания свидетельствует, вся география, представленные ученые свидетельствуют о том, что действительно собрались истинные востоковеды, ученые, которые всей сердцем, всем своим делом занимаются развитием востоковедения. И причем символично, что вот этот Восток и Запад, объединение Востока и Запада, мост Востока и Запада, изучается именно в Бакинском университете, в котором факультету востоковедения 100 лет. Представляете, 100 лет – это огромная дата. Значит, в течение 100 лет изучения востоковедения, но непременными успехами развивался именно Азербайджанском университете. Через 4 года столетие первого курултая тюркских народов, который вы в своем выступлении отметили. Да, вы совершенно правы в том плане, что вот, ну, как мы ученые знаем, что тюркология – это один из основных направлений востоковедения. И начало востоковедения, тюркология начинается именно в Азербайджане. Будет будем считать, что этот год заканчивается, начинается 23-й год, значит, через 3 года будет столетие другого события. Это первого всесоюзного Бакинского съезда тюркологов. Официально назвать Биринче тюркология курултайлары. Олса кыргызча. Значит, Биринче тюркологтардың бүткіл союздық курултайы. Но, к сожалению, она за 7 дней обсудила 38 докладов. Это были доклады о состоянии тюркологии, о состоянии и языкознания тюркских народов, о новой грамматике, о новом алфавите, о культуре, этнографии, этнологии тюркских народов. То есть это была съезд тюркологов, который рассматривал не только переход
от арабской графики к латинской. Но это был съезд, который рассматривал всю культуру, культурную цивилизацию тюркских народов. Это был съезд, который был инициатором, значит, нового начала. Но как бы ни говорили мы о Советском Союзе, именно при Союзе тюркология получила огромное. Помните вступление Касыма Тынстанова, который он представлял Кыргызстан? Вы совершенно правы. Я изучал стенографический отчет Первого Всесоюзного тюркологического съезда. Изучал почему? Потому что хотел именно выяснить. Я изучал стенографический отчет, который издан в Баку в 1926 году, который издан в Алмате и который издан в других местах. Но я специально сравнивал и думаю, где-нибудь есть разница. Единственная зацепка, у некоторых тюркологов доклада отсутствует. Почему? Потому что они на своем языке выступали, поэтому переводов не было, а вот они не вошли. Теперь, что касается участников. Главной целью, значит, этого первого тюркологического съезда было, чтобы обсудить вопрос и начинать переход от арабской графики к латинизации. Ну, тут хотим мы того, не хотим, тут политикой пахнет, потому что хотели отдалять от мусульманской культуры, приблизить к европейской культуре. И вот, но там было сказано, что представить на съезде от каждого тюркского народа представителя, от одного-двух до нескольких. И вот, среди наших историков есть мнение, которое говорит, что первые годы независимости, говорят, что вот на этом съезде принимали участие Ишенал Арабаев и Абдыкерим Сыдыков. Но я специально посмотрел. В стенографическом отчете в конце дается список всех делегатов, от какой республики они были направлены. И там нашел Данияра Базаркула и Касым Тынстанов. Я сегодня в своем докладе показал вот этот список, но, к сожалению, Ишенала Арабаева нету. Нету Абдыкерим Сыдыкова в списке. Я потом начал искать. Тогда, если их нету в списке, откуда они? Оказывается, в 1925 году Наркомпрос Кыргызской автономной области, а также научный комитет Кыргызской автономной области командировал на нескольких вопросов на пленум организационного комитета вот этого первого Бакинского тюркологического съезда Ишенала Арабаева, тогдашнего председателя научной комиссии, он же был известным просветителем. Есть даже постановление Народного комиссариата просвещения, по-моему, постановление под номером 26 или 40 там идет. Там было четко написано, что направить на этот тюркологический съезд Ишенала Арабаева, просветителя. Он же создатель первого нашего алфавита. И вот, но, к сожалению, по каким-либо, я неизвестно, причинам точно не уточнил, не мог найти документов, но по каким-либо причинам он не присутствовал. А присутствовал, значит, Касым Тынстанов. Кстати, Касым Тынстанов от Кыргызской, тогда назывался от Кыргызской области, значит, он вошел в президиум первого Всероссийского тюркского Курултая, значит, в числе тех 21, по-моему, 21 человек был, он вошел в президиум. Но подняли они вопрос, почему? Потому что вот как быть нам? Допустим, тем же кыргызам, казахам, узбекам произошло, было принято решение перейти к латинскому алфавиту. И вот этот процесс начался сразу после первого тюркологического съезда, начался, начиная с 1927 года, прошла подготовка, были подготовлены кыргызский вариант алфавита. 27-28 учебных годов мы перешли к латинскому алфавиту. Точно такое же. Сколько лет это? В Кыргызстане 2 года. Но если окончательно решат, 3-й год тоже, можно сказать, Ну, половина. хорошо было бы это продолжалось. 2,5-3 года. Вся беда в том, или вся актуальность вопроса заключается в том, что вот то самое начало сейчас вновь ставится вопрос. Если вы помните, значит, перешли Кыргызстан, перешли Янгалев, узбеки, значит, 27-28 года перешли к тюркскому алфавиту кыргызы, казахи, туркмены, значит, карахалпаки и другие тюркские народы, значит, в Центральной Азии, в том числе и тут. А потом, как вы знаете, после латинизации, видите, опять же политика пахнет. В каком смысле? Вскоре после латинизации
поступило предложение перейти к кириллице. Еще до войны перешли к кириллице. Вопрос актуальным остался, и только тогда, когда произошел распад Советского Союза, вновь стал вопрос. В 1993 году в Стамбуле прошел, саммит глав государств, и там по ряду вопросов шли обсуждения, в том числе о переходе к латинскому алфавиту, теперь уже у суверенных независимых государств Центральной Азии. Скажу честно, первым в этом отношении преуспел Узбекистан. Республика Узбекистан, надо отдать должное, они еще в 1993 году начали переход к латинице. Сейчас из всех центральноазиатских республик, ну, разумеется, кроме таджиков, они персоязычная страна, все 4 республики, из 4 республик только Узбекистан перешел к полной латинице. У остальных стоит вопрос о переходе от кириллицы к латинице. Я где-то читал, почти месяц, наверное, назад, вновь был поднят вопрос, это переход к латинизации, к тюркскому алфавиту, значит, на саммите тюркское государство, а также на саммите Турксой. Есть такая международная организация, где было решено, мне кажется, вот так, от каждой республики по 2 специалиста выделят, чтобы они создали приближенно к тюркскому алфавиту общетюркский алфавит. Это встает вопрос на повестке дня. Все это к чему клонится? Клонится к тому, что усиливается, наращивается международные отношения, дипломатические связи тюркского государства. Как вы знаете, значит, приближается 30-летие налаживания дипломатических отношений между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой. Первым выдающийся сын азербайджанского народа Гейдар Алиев посещал наш эпос, тысячелетие эпоса Манас. Были подписаны двусторонние договоренности, но по различным причинам, ну, знаете, 90-е годы, трудные годы, значит, какой-то момент наступило, скажем так, ледниковый период. Вот сейчас, последнее время, даже последние 4 или 5 лет у нас не было даже послов между нашими государствами. И вот только первые 1,5 года, насколько я знаю, вновь значит, налаживается. Мы выступаем не только как братский тюркский народ, как стратегический партнер. У нас налаживается очень такое устойчивое, далеко идущее, взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой. Вот я буквально вчера был у нашего посла Кайрата Медербековича, который он сам ученый, доктор юридических наук, профессор, он представляет полномочный посол Кыргызской республики в Азербайджанской республике и в Грузии. И послушал его далеко идущие планы, я очень верю, что они даст свои плоды. Вот смотрите, только за 1 год взаимное посещение глав наших государств, значит, наш президент Садыр Нургузоевич был в Азербайджане, президент Азербайджана Илхам значит, в течение 1 года, это очень большой успех. Налаживаются социальные, экономические, политические связи. Вот первая ласточка, скажем так, научных связей, вот мы прибыли вчера, значит, я надеюсь, мы все надеемся, вот руководство Бакинского университета, руководство факультета, который отмечает свое столетие, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, на тесные научные практические связи. Мы уже предложили им, значит, принять участие в наших научных форумах. Мы также предложили им, значит, наладить то, что сейчас по велению временно вошли, онлайн-лекции организовать, гостевые лекции организовать для наших студентов, магистрантов, аспирантов, организовать дискуссии среди преподавателей. Все это было изложено. Еще, вот этот сегодняшний форум, сегодняшний научный форум, международная конференция, значит, тюркское государство о Великой Шелковой пути, мост Востока и Запада, состоялась благодаря еще одному тюркскому международному органу, это, значит, фонд тюркского
тюркской культуры и наследия Гуней Ханум Эфендиева. Мы выражаем нашу огромную благодарность. То, что она делает большие работы. Я познакомился с деятельностью фонда. Уже не только развиваются отношения. Вот ваш пример. Я был приятно удивлен, хотя там читал, но я не думал, что увижу здесь филиал нашего телеканала «Пирамида» в нашем братском Азербайджане. Это очень даже хорошее дело, очень приятное дело. Значит, если увидят наши соотечественники, ваши соотечественники, такие форумы, встречи политического руководства на высшем уровне, встреча. Вот у нас в эти дни, оказывается, ходит почти 30 школьников. Они приехали из двух школ, значит, школ именно Алиева, Дидар Алиева и школы Ганджева Низами. Они здесь находятся, они знакомятся с культурой, историей Азербайджана. Это хорошее дело. Да. Почему же такие взаимовыгодные приглашения, взаимовыгодные встречи организовать между студентами? Есть еще академическая мобильность среди студентов, магистрантов. Такие же встречи можно организовать у преподавателей. Но все дела сходят на финансовый уровень. Но будем надеяться, что это вопросы временные, они будут решаться. Я поэтому хочу поблагодарить не только руководство Бакинского государственного университета, но и руководство вашего телевидения, телеканала, филиала канала. Я желаю вам успехов, потому что благодаря вам, я так думаю, мы будем знать каждодневные новости, такие важные форумы, встречи, конференции. Через вас мы, даже сидя у себя дома, будем знать о том, что Кыргызстан и Азербайджан, их взаимодействие растет и дают успехи, и дают определенные, конкретные плоды. Спасибо. Спасибо. Рахмат. Лук с медом – безопасное, эффективное и вкусное лекарство, принимаемое при сухом кашле, которое понравится даже детям. Мы расскажем о том, какие рецепты этого лечебного средства существуют и как его принимать. Лук с медом рекомендую для облегчения симптомов простуды. Он успокаивает раздраженное горло, разжижает слизь и облегчает сухой кашель взрослым и детям. Он также повышает сопротивляемость организма и обеспечивает защиту от вирусов и бактерий в период обострения респираторных инфекций. Превосходное свойство этого лечебного средства заключается в возможности быстро и недорого его приготовить. Почистить одну большую луковицу или две средних, потом мелко нарезать ее и поместить в полулитровую банку. На одну луковицу понадобится 2 ложки натурального меда.
Смесь 12 часов надо выдержать в холодильнике. После истечения времени перемешать и употреблять по назначению. Взрослые и дети могут принимать смесь 3 раза в день. Это весьма сильное антимикробное и натуральное средство. Мы желаем вам быть здоровыми!